Якутия в мире. Добрый день, дорогие радиослушатели! Сегодня у нас в гостях Карен Алексанян, основатель музея двора кириллицы города Плиски, Болгария. Добрый день, Карен! Здравствуйте! Расскажите, пожалуйста, как у вас возникла идея создать музей двор кириллицы? Начнем с того, что кириллица этого заслуживает. Это очень интересная азбука. Например, никто не знает, кто создал латиницу, греческую азбуку или арабскую, китайскую и так далее. А про кириллицу нам очень много известно. Правда, ведутся споры, что вот святые братья Кирилл и Мефодий создали глаголицу в 855 году. Уже в Болгарии ее переработали в современную форму кириллицу их ученики после их смерти. Например, житие, которое написал Феофан Охридский про святого Климента, очень подробно написано, как после смерти Мефодия 6 апреля 805 года ученики приехали по приглашению болгарского царя Бориса, приехали в Плиску, которая тогда была столицей. И там они очень усердно работали. Царь держал в тайне их пребывание в столице. Говорил, это цитата из жития: «Будем держать в тайне, пока сделаем то, что должны сделать». После этого в 893 году провозглашают в Болгарии кириллицу официальной азбукой, гонят греческое духовенство, потому что кириллица тогда была создана как болгарская церковная азбука. Потом она уже распространилась в так называемом славянском мире, но сейчас ею пользуются по подсчетам ученых около 500 миллионов людей. Есть очень много мусульман, представителей других вероисповеданий, как буддизм, шаманизм. Так что кириллица была создана в Болгарии как болгарская церковная азбука, но сейчас она стала мультинародной, мультирелигиозной и очень интересная азбука. И поэтому я решил, что такая азбука, у нее должен быть свой музей. Очень здорово, уникальный музей. Это единственный в мире музей, посвященный кириллице. И место выбрано не случайно, именно в городе Плиски, где происходили события очень интересные, связанные с кириллицей. Обо всем этом рассказывается в нашем музее. Там все буквы кириллического алфавита. В основу была взята современная болгарская азбука. Как вы знаете, у каждого народа своя разновидность кириллицы. Там у якутов своя, у сербов своя, но все это одна азбука. Все буквы заказал в Армении самому хорошему резчику, потому что армянские мастера очень уникальны по каменной резьбе. Там они приготовили каждая буква высотой больше 2 метров и весом между 400 и 500 килограмм. Все там сделали, привезли, установили у нас во дворе. Они стоят вот как воины народов между памятниками Кирилла и Мефодия и памятника болгарского царя Бориса, благодаря которому она распространилась. Потому что мало было создать азбуку. Тогда, например, одна рукописная книга стоила столько же, сколько сейчас стоит трехэтажный дом. Поэтому без поддержки государственного лидера тогда она бы не могла получить распространение. За 7 лет создали школу 3500 учеников и начали активно ее пропагандировать, распространять и обучать. Это был золотой век кириллицы. Поэтому в нашем музее есть и памятник святому царю Борису. Как говорят некоторые ученые, 7 святых участвовали в кириллице, в создании ее кириллицы, а Борис называют 8-м из седьмочисленников. Есть у нас и картинная галерея, которая очень рассказывательно рассказывает историю создания азбуки и крещения болгар, потому что эти темы очень связаны. Все подробно и детям очень интересно. Также есть еще памятники, да, по-моему? Памятники из разных стран, конечно, точнее, писатели из разных стран. Наш последний проект в 2017 году, 27 июля, когда православные празднуют День седьмочисленников, мы открыли крепость Кириллица. На первом этаже зал создания школы святой азбуки в городе Плиски. Там болгарские мастера сделали дерворезьбу, и есть силиконовые фигуры учеников святого Кирилла, которые сидят и перерабатывают в глаголицу современную форму кириллицы. А на втором этаже все значимые владетели в случае болгарского государства. И последний наш проект мы стартировали 1 ноября 2017 года. Аллея писателей всех народов, представителей всех народов, творящих на кириллице. Этим мы хотим показать, что какая благородная цель
народы ее сами превратили, это что она подходящая для всех. И показать разнородность народов, которые объединены одной азбукой. Каждый народ сам выбирает писателя. Мы это все оплачиваем. Скульптор тоже представитель одной и той же национальности с творцом. Таким образом, мы представляем каждый народ из кириллического мира, не только его литературу, но и его скульптурную школу. Очень благородное дело. Сколько сейчас писателей из скольких стран представлено? Писателей у нас 44 бюста установлены. Там есть из Армении, из Сербии. Россия представлена очень широко, потому что в основном из около 200 народов, которые пользуются кириллицей. Кстати, и Монголия тоже пишет на кириллице. Румынцы до 1859 года тоже писали на кириллице, а Хорватия до 19 века писали на глаголице. В основном все народы из России, которые пишут. Вот. Есть у нас чеченский писатель, ингушский, осетинский, бурятский, калмыцкий и целая плеяда типично русских: Пушкин, Есенин, Тургенев, Достоевский, Горький, Гоголь, Толстой и так далее. Мы знаем, что в прошлом году поставили бюст Алексею Алексеевичу Кулаковскому, и хотелось бы узнать историю того, как вы узнали о нашем писателе и как вот вышли на общественников, которые полностью поддержали этот проект. К нам на посещение приехал Владимир Федоров, который автор гимна Якутии, он сейчас известный общественник, журналист в Москве. И когда я ему рассказывал про наш проект, он сказал: якуты должны обязательно присутствовать здесь. Я ему ответил, что ничего не имею против, даже я готов профинансировать якутского писателя, чтобы не было невоспитанным с моей стороны, пускай якуты сами выберут творца, который их должен представлять. Так мы познакомились, он мне дал телефон с Ларисой Кулаковской, внучкой известного писателя. И 26 марта состоялось торжественное открытие. Приехала очень серьезная делегация из Якутии во главе с первым замминистром иностранных дел, представителями общественности. Из Татинского улуса было очень много людей, танцевальный ансамбль. Да, очень важно, бюст был изработан известным якутским скульптором Афанасием Романовым. Он категорически отказал, чтобы мы профинансировали этот бюст, так что это подарок и народам кириллического мира, и якутскому народу. Этот музей подарил Афанасий Романов. Единственный скульптор из 44, который решил, что он писателя своего народа должен сделать за свой счет. Это Афанасий Романов. У якутов есть повод чем гордиться. Открыли в торжественной обстановке. В этот день были еще 2-3 бюста, и были спазены абсолютно все якутские обычаи, ритуалы, зажгли огонь, все вместе танцевали там, все народы, которые присутствовали. Из Татинского улуса привезли землю, посыпали под постаментом. Внучки вот Лариса Кулаковская и Раиса Кулаковская, директор музея в Сотинцах, они лично открывали. Якуты оставили отличное впечатление на всех гостей. Мы, конечно, с радостью и волнением узнали эту новость, прочитали во всех СМИ, услышали, во всех новостях. И я знаю, что ваш приезд сейчас тоже связан с именем Кулаковского. Можете об этом рассказать, пожалуйста? Я приехал по приглашению Министерства иностранных дел, не только в связи с народным дипломатией, и поклониться и родине Кулаковскому, и увидеть друзей, с которыми мы подружились. Имею в виду членов делегации, которые были у нас в гостях. И очень часто задумывались, даже говорили с Ларисой, что вот как получается, что такое великая личность одного народа, в данном случае Кулаковский, вот даже после своей смерти он помогает сближению народов. Также появилось, планирую создать фильм про аллею наших писателей и там отделить внимание культуре, истории и литературе народу, в данном случае якутскому. Показать Якутию, ее историю, ее географию, ее судьбу ее народа, который выживает на севере, его гостеприимство. Показать ее литературу в лице Кулаковского, скульптурную школу в лице Афанасия Романова. И как якутский писатель занимает свое достойное место в ряду всех народов, представителей, которые стоят там. И русских, и белорусских, и сербских,
у нас много есть сербов, есть белорусов, что никто не лучше другого, никто не хуже другого. Все они равны перед кириллицей, перед святой азбукой. Вот это цель, как наш музей их всех объединил. Эти народы, и они все уже друзья в одной семье. Работа по съемкам фильма тогда уже в этом году, да, начинается? Должна начаться. У меня даже было предложение сделать это совместно с якутским правительством, потому что это будет отличный проект популяризации в Якутии, как не только показать ее культуру, но и как привлекательное место для иностранных гостей. Мы планируем перевести фильм на многие на английский, на сербский, на болгарский, на хорватский, на румынский, чтобы люди могли смотреть и сравнивать. Очень здорово. А я знаю, что вы здесь в первый раз, и хотелось бы узнать, какие у вас впечатления о Якутии. Впечатление очень холодно, уважение к вашему народу, который очень в таких климатичных условиях живет и трудится. Кухня у вас очень хорошая, интересная. Я вот думал, если в Европе были бы якутские рестораны, то было бы очень интересно людям. Они бы посещались. И народ очень гостеприимный. Спасибо большое, Карен. Желаем вам всяческих успехов в претворении ваших целей и надеемся, что все ваши планы сбудутся. Спасибо. Дорогие друзья, я напомню, что у нас в гостях был Карен Алексанян, основатель музея «Двор кириллицы» из Болгарии. Для вас сегодня работали Екатерина Голикова и Савина Данилова. До новых встреч, друзья! Ünküdärüm üdüyem törüttürün külerim tögürüyem ay bıttırın külerim aravlanım sette homuk segereriyatın ayardım ağır somuk arasırıtan ayardım doğu somuk kocak toyugan kuyarda